Во второй день Конгресса молодых ученых запланировано много различных мероприятий. В центре внимания IT-сфера, современные технологии, искусственный интеллект. Но с утра внимание многих приковано к площадке «Россия – страна возможностей», где эксперты представляют свои инновационные проекты. Через несколько часов от Якутии там должен выступить Иван Христофоров. Это ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения. Причем у Ивана сразу два доклада. Первый об изменении климата и влиянии этого процесса на вечную мерзлоту, а второй посвящен Фонду развития молодых ученых в отдаленных регионах. Мы встретились с Иваном заранее и узнали, какой якутский опыт более всего интересен российским ученым и чиновникам. У нас Республиканский фонд поддержки молодых ученых, он год назад стал лауреатом лучших практик. И вот многие регионы начали к нам обращаться по поводу передачи учредительных документов и конкурсных документов, чтобы создать подобные фонды в других регионах. Сейчас наша задача масштабировать его на Дальний Восток, потому что проблемы Дальнего Востока это примерно такие же, как у нас в республике. Это отдаленность территории, научные школы начинают чуть-чуть уже уменьшаться. Также еще одна эксклюзивная якутская тема, которая заинтересовала экспертов на Конгрессе, это сохранение и изучение мамонтовой флоры и фауны. И здесь нашим экспертам тоже есть чем поделиться с коллегами. Задачей нашей лаборатории является разработка ресурсосберегающих способов поиска и добычи сырья мамонтовой фауны, включая бивни мамонта и другие палеонтологические остатки животных, которых на территории республики великое множество благодаря уникальным климатическим условиям. Перезнакомились с людьми, безусловно, нашли уже кое-какие контакты, которые в перспективе могут нам помочь развиваться и добиваться своих целей. Напомним, что в Сочи собрались рекордные 3000 человек. Якутская делегация – это 12 представителей СВФУ и СОРАН. А сам Конгресс закончится уже завтра, 10 декабря, когда и будут подведены основные итоги года науки и технологий. С места событий Максим Кардозу, Виктор Олесов, Сочи.